Итак, конца света не случилось, но это нисколько не разочаровало любителей мистических переживаний и сторонников лженаучных теорий. Очередного конца света ждут теперь в феврале 2013 года. И это будет продолжаться до бесконечности. Теорий конца света великое множество. Сегодня об этом и не только об этом мы поговорим с доцентом кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета Георгием Жуковым. Добрый вечер, Георгий Викторович. Здравствуйте. Георгий Викторович, ну чем настолько не пугали? Вот я прочитал огромное количество материала. Интернет полностью заполнен мрачными предсказаниями. И всем нам казалось, что эти предсказания имеют какую-то научную основу. Вот говорили, 21 декабря будет какой-то немыслимый парад планет, который вызовет глобальное возмущение и цивилизация кончится. Так все-таки, что это такое? Что такое парад планет? Вот здесь, на этом рисунке, показано определение парада планет. Все планеты должны быть расположены по одну сторону от Солнца и на одной линии. Тогда их воздействие на Солнце максимально, поэтому возможны какие-то изменения в Солнечной системе. Но в действительности такое событие бывает весьма редко. Один раз в миллионы лет, чтобы все планеты совпали. Может быть, несколько планет. Самые массивные, конечно, больше вклад дают в этот эффект. Как было 21 декабря? Здесь показано реальное расположение планет в Солнечной системе, и мы видим, что на одну-то линию у нас практически нет планет, так что попали. Так, но вот же есть здесь наиболее вероятно 3 планеты: Меркурий, Венера и Сатурн. Но зато, с другой стороны, воздействие Сатурна компенсирует Юпитер, тоже массивный, самая массивная планета Солнечной системы, а все остальные расположены как попало. Подождите, я вот смотрю, Земля, да, это совершенно тут вообще отдельно находится, Земля. вообще никак не связано с этим парадом планет. Ну, она даже не участвует в нем. эти планеты, Уран, Нептун и Марс, как связаны? Нет, парада планет фактически нет. Можно говорить только о некотором, ну, я бы даже не сказал, что малом параде планет. Да, но все-таки небольшой строй все-таки существует. Небольшой строй. Ну, давайте вот эти соединим, 2 линии, еще какие-нибудь. Тут можно варьировать как угодно. Что касается особого парада планет, то тут надо еще отметить следующую спекуляцию. Я бы назвал это именно так. В средствах массовой информации утверждается, что не просто наши планеты в Солнечной системе выстроились в одну линию, но еще все остальные планеты нашей галактики, в которой около 400 миллиардов звезд, и сами понимаете, сколько может быть планет, тоже в одну линию выстроились. Это событие, вообще говоря, невероятное. И если через 400 миллиардов звезд провести линию, то наверняка много попадет на эту линию. Это можно понять. То есть это не имеет под собой никакого научного обоснования? Никакого научного обоснования это не имеет. Ну, давайте поговорим о другой страшилке. Якобы существует некая планета Нибиру, которая где-то там летает на задворках нашей Солнечной системы и раз в 3000 лет врывается буквально на орбиту планеты Земля, и происходят там некие столкновения, катаклизмы, и в результате это должно было случиться 21 декабря. Есть ли какие-то научные предпосылки для подобных гипотез? С формальной точки зрения есть. То есть теоретически можно предположить, что такое тело где-то существует. Мы с вами только долетели до Плутона, еще не долетели, вот в 2015 году аппарат доберется. А за более далекие расстояния мы не изучили. Так что можно отнести туда все, что угодно. Рай, ад, вообще любое вместилище неизвестных нам чудес и тайн. Фактически, такое тело, которое может, вот как здесь показано, провести разрушение и даже столкновение с планетами в центре Солнечной системы, такое тело должно быть очень массивным. Массивнее Земли, может быть, даже массивнее Юпитера. Такую планету или такое тело мы можем обнаружить задолго до вторжения в Солнечную систему. Астрономы этого не наблюдали, и из своего примера я могу сказать, что более крохотные тела, комету размерами не больше 100 километров в поперечнике, а это тысячи должно быть, а может быть даже и сотни тысяч. Такую комету мы наблюдали, большинство из людей среднего поколения, может быть старшего, помнят, это комета Хейла-Бопа. Она была видна на нашем небе и хорошо наблюдалась. Вот мы ее видели за несколько лет до приближения к Земле. Ну хорошо, давайте допустим, вот, что реально существовал какой-то такой календарь майя, где реально было сказано, что 21, 12, 12 конец света. Какие у нас были бы основания вообще в целом доверять этому календарю? Ну, календарь, как и любой другой, не только майя, преследует определенные цели. Он нужен для удобства счета времени и определения каких-то событий.
религиозных там, или социальных. И его функция на этом заканчивается. Никаких мистических оснований в этом нет. Ну, тогда в этом случае нам нужно праздновать, извините за такое выражение, конец света каждый год 31 декабря. У нас-то календарь короткий. В смысле, календарь кончается? Наш календарь кончается, наш европейский календарь кончается каждый год. Восточный календарь, цикл заканчивается через 60 лет. У майя намного продолжительнее. Что касается верить или не верить, то это вопрос уже, конечно, относится к образованию, к культуре общества, которое верит или не верит. К сожалению, уровень подготовки или уровень образования людей в наших городах и селах не очень высокий, астрономии изучают очень мало, и поэтому могут поверить любой выдумке, не имеющей под собой никаких научных или каких-то других, хотя бы логических оснований. Потому что, заметьте, тогда у меня только еще один вопрос. Извините, я вас перебил, но все-таки вот конца света не случилось. А все-таки когда будет конец тьмы и мракобесия? Ну, это как раз относится к тому комментарию, который я только что сказал. Конец тьмы и мракобесия, на мой взгляд, наступит не скоро, потому что для этого нужно очень высококвалифицированную систему образования. А реформы, которые сейчас проводят, в том числе и ЕГЭ, они отнюдь не способствуют, вот я могу сказать, как преподаватель высшей школы, отнюдь не способствуют тому, чтобы ученики, студенты, которые к нам приходят, достаточно серьезно владели разными науками. Надо серьезно изменить систему подготовки педагогов. Потому что и в советское время, поскольку я учился в это время, и сейчас педагоги отнюдь не являются элитой общества. Да, и мы должны сказать, что в Казани до сих пор нет приличного планетария, который когда-то у нас был. Скоро будет. Да, и все-таки мы надеемся, что тогда наши дети смогут увидеть реальную картину неба, а не вымышленную, тем более мифологическую. Большое спасибо, Георгий Викторович. Напомню, сегодня в нашей студии был доцент кафедры астрономии Казанского федерального университета Георгий Викторович Жуков. А мы продолжаем программу.